أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Дорогие мои братья, иншаллах, сегодня наша тема будет о достоинстве проживания в Медине, в городе посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Ранее приводили мы хадис, который рассказывался от Биляля ибн Хариса, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Рамадану бил Мадинати хайру мин альфи Рамадана фима сиваха мин аль-Бурдан». Месяц Рамадан, проведенный в Медине, лучше, чем 1000 месяцев Рамадана, проведенных в других городах. وَجُمَعَةٌ بِالْمَدِينَةِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ جُمَعَةٍ فِيمَا سِوَاهَا مِنَ الْبُلْدَانِ. И пятничный намаз, который мусульманин проводит в мечети пророка в Медине, он почтеннее тем, чем 1000 других пятничных намазов, которые мусульманин провел в других мечетях. «Илля аль-масджид аль-харам», за исключением мечети харама, приводится в хадисе Джабира, радийаллаху анху, в котором есть это добавление. Также приводится хадис посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, от Абу Хурайрата, радийаллаху анху, قال: لا يصبر على لأواء المدينة وشدتها أحد من أمتي إلا كنت له شفيعا يوم القيامة أو شهيدا. رواه مسلم والترمذي وغيرهما. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: тот человек, который будет проявлять терпение на суровый климат Медины, то я, говорит, стану для него заступником в судный день, или же я стану для него свидетелем в судный день, говорит, сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Имеется в виду, Медина, у нее климат, немного суровый климат. Почему? Днем, в дневное время, он быстро нагревается. Как заходит солнце, в нем бывает прохладно. По утрам бывает прохладно, днем бывает жарко. Резкий перепад температуры, это часто наблюдается в Медине. Поэтому тот, кто, говорит, будет проявлять терпение на климат Медины, на погоду Медины, и тот, кто будет, значит, проявлять терпение, сабру, значит, проживая в Медине, то для этих людей я буду заступником в судный день. Маша Аллах. И мы также знаем, что Расулуллах, саллаллаху алейхи вассалям, в других хадисах говорит: «Шафаати или ахли аль-кабаири мин уммати». Мой шафаат будет для тех, кто совершал большие грехи из моей уммы. Значит, те, кто совершает большие грехи из уммы, для них тоже бывает шафаат пророка. Что имеется в виду, что именно Расулуллах, саллаллаху алейхи вассалям, будет делать шафаат тем, кто живут в Медине? Имеется в виду, это особенный почет. Это особенное превосходство. Это дополнительное превосходство для тех людей, которые живут в Медине, что сам Расулуллах, саллаллаху алейхи вассалям, если вот даже они грешны, не грешны, сам Расулуллах будет хлопотать за них, беспокоиться за них, делать шафаат за них. وعن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عظامها أو يقتل صيدها. وقال: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، لا يدعها أحد رغبة عنها إلا أبدل الله فيها من هو خير منه، ولا يثبت أحد على لأوائها وجهدها إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. زاد في رواية: ولا يريد أحد أهل المدينة بسوء إلا أذابه الله في النار ذوب الرصاص أو ذوب الملح في الماء. رواه مسلم. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: я делаю харамом, запретной территорией
то, что между этими, значит, границами, холмами Медины, то, что находится внутри этой территории города, я делаю, говорит, харамом, запретной территорией, священной территорией. Мы же знаем, что Мекка, она является, его называют харам. Масджидуль харам, территория харам. Что означает территория харам? Значит, там является харамом ломать ее ветви. Является харамом на этой территории охотиться. Является харамом этой территории кому-то делать зубы. Категорически харам. Запретная территория. Поэтому пророк, алейхиссалату вассалам, говорит, я тоже, говорит, делаю Медину харамом. Священной территории, запретной территории. Запрещается, говорит, ломать ее растительность, деревья и так далее, портить ее растительность. Является запретным убивать и охотиться на дичь, и, значит, охотиться на живность, которая находится на территории Медины. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, еще сказал, что Медина лучше для них, если бы они это понимали. Тот, кто оставляет Медину, желая переселиться в какой-то другой город, то Всевышний Аллах этого человека заменит в Медине лучше, чем он. Имеется в виду, если кто-то покидает Медину, думает, чем в Медине жизнь, удобство, более, значит, выгодное состояние для жизни, например, сейчас куда уезжает большинство? В Европу уезжают. Францию уезжает, Германию уезжает, Европу уезжает. Допустим, сегодняшний день. Пророк, алейхиссалату вассалам, говорит, тот, кто покидает Медину, желая какой-то другой город, нежели чем Медину, Аллах говорит, азза ва джалля, если от того, что он уйдет, Медина, говорит, не опустошает, Аллаху Та'ала заменит, говорит, Медину лучшим, чем тот, кто покинул эту Медину. И тот человек, который, говорит, будет жить в Медине, будет терпеть на трудности, на трудный климат Медины, кроме как, говорит, я буду для него заступником или же свидетелем завтра судный день. И да, есть добавление в другом риваяте этого хадиса, и тот человек, который, говорит, пожелает вреда жителям Медины, кроме как, говорит, Аллах, говорит, его расплавит в аду, как расплавляется свинец. Или же, говорит, Аллах его расплавит, как расплавляется соль в воде. Имеется в виду тот человек, который посещает Медину, особенно будучи паломниками, надо бояться Аллаха, чтобы какой-то малейший вред не произошел от нас, жителям Медины. Если хоть даже ты, говорит, будешь желать вреда, какой-то заразы, вот кому-то, что-то тебе не понравилось от жителя Медины, если ты думаешь, я его оставлю, что ли, его? Я его не оставлю. Вот так, если ты кому-то пожелаешь нанести вред из жителей Медины, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, Аллах, говорит, его расплавит в аду, как расплавляется свинец, или же как растает, значит, тает соль. Плавится соль, значит, исчезает соль в воде, вот так, говорит, Аллах, говорит, его расплавит в огне ада. Пусть Аллах нас защитит, дорогие мои братья, от оставления адаба к городу пророка, алейхиссалату вассалам. Пусть Аллах увеличит нашу любовь к Медине. Пусть Аллах нас осчастливит посещением Медины. Пусть Аллах осчастливит нас посещением зиярата посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Увеличит нашу любовь к посланнику Аллаха, исследование за его путем и по его сунне. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи та'аля ва баракатух.